Прошел ровно год, как я, ну не ровно там, где-то я в ноябре проверял, обычно я раз в год эти аккумуляторы снимаю, проверяю. Вот, ну, примерно год прошел. Как я проверил аккумуляторы, я уже, аккумуляторы Delta, напоминаю, на комнатной коляске X-Power. И я уже прошлый год, ребята, хотел поменять эти аккумуляторы. Но там денег не было, да, и все-таки надеялся получить новую коляску, а видите ли, что-то ФСС у нас не спешит, хотя заявление уже подавал в сентябре на комнатную коляску электрические. И эта коляска уже еле-еле дышит. Не в том дело, что аккумулятором вообще хана. Я думал, что год не выдержат, но вот по квартире, чисто по квартире еле-еле, но все-таки как-нибудь проездил вот целый год еще. Но я уже сейчас боюсь, они уже греются при зарядке. Вот сегодня еще в конце этого видео сниму, посмотрю, ну, не раздуваются ли они, если раздуваются, потому что у меня уже случай был, когда аккумуляторы они раздулись как мяч. Это опасно. И сейчас вот с плохими, которые уже почти выработали свои ресурсы аккумулятора, надо следить, потому что при зарядке они могут раздуваться. Вот. И сейчас наглядно покажу, насколько вот у меня заряжаю буквально там 20 минут принимает зарядку. Я раз в день, наверное, раз 5 заряжаю, пока я там что-то делаю у компьютера или еще что-то. Вот. Сейчас вот наглядно покажу, сколько раз я съезжу от зала, да, и до кухни. Ну, сколько тут метров тут? 6 метров или сколько? Не больше, наверное. Ну, скажем, в обе стороны метров 12. 12 в обе стороны. Туда и сюда. И сколько раз я вот съезжу, прежде чем аккумулятор, ну, индикатор запищит. То есть, что заряд на минимальном уровне. Все это я вам сейчас покажу. Вот. Вот у меня сейчас она как бы зарядилась на полную катушку. Вот. Сейчас я покажу вам индикатор и буду... Вот, у меня сейчас полная зарядка как бы. Вот. И сколько раз я до кухни съезжу. Так. Вот, ребята, полный, надеюсь, видно там. Ну, видите ли, свет этот, блин, мешает. Вот, зарядка, полная зарядка у меня. Зеленые, желтые, это после заряда, да. И для чистоты эксперимента, я не буду, ну, то есть, вот этот участок ролика не буду там вырезать, монтировать. Вот я буду сейчас вот, я съезжу, сколько раз я съезжу до кухни, пока вот этот заряд не сядет. Это у нас получается раз съездил. Это у нас раз получается съездил. Это получается второй рейс ездил. Вот. Ну, надеюсь, видно там. Это третий рейс. Сейчас. И вот смотрите, 3 рейса сделал, у меня вот
У меня вот уже, смотрите, сколько делений осталось. Так, блин, камера не это самое. Ну вот уже запыликала, считай. Ну вот еще 4-й раз съезжу. Ну вот и все, ребята, четвертый раз съездил. И вот что моргает красные точечки. Весь заряд ушел. Это уже две точки осталось. Даже не 3 точки. Обычно сначала 3 точки оставляются. А 2, получается, что 4 раза съездил до кухни. И вон все. И вот уже аккумулятор уже, короче говоря, все. Вот. Если еще раз езжу, он просто, ну, там, еще пару раз, может, пиликая вот так еще пронесет, и все остановится. Вот так. И все-таки, наверное, я буду покупать новые аккумуляторы. Ну, не получается, что-то не выделяет пока ФСС коляску для комнаты. Майра Оптимус, она для улицы, дома тут на ней не погоняешь. А сейчас такой период, что начинается и осень, и потом холодная зима. Все больше буду дома, в квартире. А на руках как бы я не могу. Ну, руки не работают практически. На руках не могу. А я сейчас еще сниму аккумуляторы и покажу там, ну и посмотрю заодно. И вам покажу, какой марки там. Ну, я прошлый годочкин показывал. А сегодня тоже посмотрю, ну, раздулись или нет там. Небольшой, так сказать, уход. Но все равно, пока там суть до дела, пока денежку надо поднакопить на эти аккумуляторы, там тоже стоят немало, там за 2 штуки средняя цена где-то 15 тысяч, это 100%, может даже и побольше, если хорошие. Ну, для комнаты мне 30 за глаза хватит. Ну, где-то 15 тысяч, наверное, будет. Вот так. А сейчас я буду разбирать, пересяду на диван и буду разбирать. Эти надо, наверное, на тормоза поставить. За год руки еще сильнее ослабли. Наверное, уже без помощника этот аккумулятор не вытянул. Прошлый год еще сам сюда вытянул, ну как бы сюда вытянул, ну упало, правда. Но вытянуть вытянул. Сам еще. А в этот год уже, наверное, не смогу, блин, и палка упала. Так. Так-то очень удобно, там у X-Power это сделано. Потому что этот, как бы на лыжах даже. Блин, я и боюсь. Руки, наверное, уже не удержат этот аккумулятор, блин. Что-то страшно, блин. Так, поближе, оказывается. Блин, этот, наверное, уроню я сейчас. Эту хрень, блин. С прошлого года еще сильнее руки ослабли. Ну нафиг. Вот. Ладно. Сейчас. Это все дело посмотрим. Что тут и что творится. А, эту крышку надо еще запаять сегодня. Эту кружку еще надо вот тут треснуто. У меня там есть где-то клей-пистолет. И запаять нужно. Так. Вот так. Вот такой аккумулятор. Ну-ка, иди сюда, по сути. Вот такой аккумулятор. Сейчас вытащу. И посмотрим там, что с ним.
раздулось, не раздулось, подтекает, не подтекает, вроде не подтекает, но хана им. Вытащили, короче. Ну, короче, я не смог это вытащить. Жена помогла. Это самое. Вот такой марки аккумулятор. Delta GX12 на 33. Короче, хватает хорошо. Ну, на улицу хватает только год. Вот в июле брал. Получается уже позапрошлого года. Прошлый год был год. Наверное, где-то в июле уже, что-то не помню. В июле где-то надо. И вот уже 2 года. А последний год чисто вот по дому только катался. Потому что на улице, на дороге. Вроде, ну да, уже немножко горячий. Вот заряжал я недавно, да, он теплый, блин. А он не должен теплый. И, ну, а так признаков, что он раздулся, нету. А до этого был аккумулятор, он раздувался, блин, как мяч. Как беременный была. Был аккумулятор и все подтекало уже. А этот ничего. Ну, все, кранты ему. Я не знаю, как я еще буду ездить на нем. Но все. Однозначно решился менять. Вот. Осталось только дело за малым. Денежку поднакопить и поменять. Вот так. А это все я буду собирать обратно. Главное, что я боялся, что это самое, что надуется при зарядке. Когда зарядку не принимает, она потом нагревается. И это. Я буду этот вот сейчас пластик еще, эту крышку, там вот крышка треснутая. Вот здесь треснутая. Попробую там спаять, если получится. И потом уже все. Закончу сборку, так сказать. Обратно соберу, так. Вот, как вы видели, 4 раза съездил до кухни и все. Аккумулятор, вдыхается аккумулятор. Это плохо. Вот так. Коляска, получается, мои ноги. Вот так. Тут треснуто, да. Это немножко хотя бы эту трещину запаять немножко хотя бы. Так. Так. Подождем. Ну, короче, таким макаром это все будем клеить вот этим клеевым пистолетом. Тут треснуло. Дальше уже снимать не будем. Будем клеить. Покажу уже потом, как склеим. Ну вот, поставили обратно. Сейчас вот это, как типа прокладка, вот тут губочка есть. То есть, в принципе, сюда вот аккумулятор, вот это 33, да, 40-ник влезает вот так, влезает в длину, ну, длину то есть. А вот в ширину не влезает 40-ник. Я бы 40-ник поставил. Ну, я думаю, родные 33, там, значит, наверное, и там на пульте там тоже надо. Ну, вот, родные были 33, только были там не дельта, левочи или какие-то были, я не помню уже. Так, сейчас все это дело закрываю. И сверху еще буду... вроде
Крышка закрылась. Сверху вот здесь, ребята, еще этот же шов снутри я запаял этим пистолетом. И сейчас еще сверху буду тоже это все дело. Сейчас присобачим, блин. Надо же, вот треснуло, да. Ну, коляска, она с 2011 года, ребята. Она такие виды видела, мама не горюй, до Майры моей, до Оптимуса. Она ездила там, где страшно подумать. Правда, там с помощью товарищей, конечно, но до сих пор еще. Вот так шаманим, все ремонтируем там. Редуктор надо, вот недавно разбирал там редуктор, да. Там тоже кошмар творится, что. Хорошая штука вот этот пластиковый, ну, клеевый пистолет, блин. Вообще четко, пластик четко клеит. И получается, что герметично и пластик с пластиком дружат. Вот так, сейчас немножко. Пускай подостынет. Ну вот и все тут затвердило. Так, эту крышку. Так, на липучках. Все, прижимаем. Вот такие ремешочки. И хватит за эти штучки и туда выбросить, но селенок маловато. Сейчас помощника позовем. Оператор, помоги. Так. Пускай так будет. Дома все равно на улице не выхожу. Так-то вот это соединение должно внутри там под сиденьем быть. Ладно. Для дома сойдет. Ну все, ребята, что хотел вам показал, что аккумуляторы сдохли у меня. Однозначно надо мне покупать аккумуляторы. Ну, естественно, копить на них сейчас мне придется. Вот. Так-то жду коляску, но коляска с прошлого сентября уже ничего там вообще продвижений нету. Не знаю там что будет, но на данный момент мне надо ездить, надо жить там дома. На большой коляской по дому не очень-то разъездишься, а сейчас такой период, как я уже говорил, осень и зима впереди. Очень много времени буду сидеть дома, а без коляски на диване вот тут просиживать, блин, тоже не комильфо, как говорится. Ну ладно. Заканчиваю это видео. Всем спасибо, кто досмотрел, кто был со мной, кто вникся, так сказать, в мои проблемы, немножко такие маленькие проблемы. Все, заканчиваю. Всем пока, всем спасибо. До свидания.